Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Ольга Мартьянова. Здравствуйте. На календаре четверг, 30 ноября. Количество новой техники в агропромышленном комплексе Чувашии выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал на совещании у главы Чувашии руководитель Гостехнадзора Республики Владимир Дмитриев. В республике происходит обновление парка. За 3 года зарегистрировано 2419 единиц новой техники, в том числе 877 за последний год. Особенно заметно обновление в агропромышленном комплексе. Были приобретены 41 зерноуборочный комбайн и 211 тракторов. Обновление техники происходит во многом благодаря господдержке, в соответствии с которой сельхозпроизводители получают субсидии. Новогоднее чудо для детей подшефного Бердянского района Запорожской области. Чувашия отправит туда гуманитарный груз со сладкими подарками, а 45 детей приедут в нашу республику, чтобы поучаствовать в праздничных новогодних представлениях. Как сообщили в Министерстве образования Чувашии, приезд детей в республику планируется 21 декабря. В программе посещение ежегодной елки главы Чувашии, различные развлекательные мероприятия, экскурсии в музеи, на производственные и сельскохозяйственные предприятия. Все для того, чтобы как можно больше рассказать гостям об истории и достижениях нашей республики. Напомню, что это уже не первый приезд бердянских ребят в Чувашию. Они гостили у нас в летние и осенние каникулы, знакомились с традициями и культурой региона. В Чебоксарах завершился Всероссийский молодежный фестиваль авторской песни «Исполняй». Победителем стал коллектив под названием «Завтрак чемпионов» из Санкт-Петербурга. Фестиваль – это музыкально-образовательный проект, основная цель которого – продвижение и поддержка молодых авторов. В этом году участниками стали 34 конкурсанта из 26 регионов России, которые исполняли песни собственного сочинения. Также ребята приняли участие в мастер-классах от экспертов проекта, которые поделились секретами по написанию текстов и аранжировок, а также рассказали о продвижении артиста на сцене. Это уникальный опыт для любого автора, ведь у участников появилась возможность не только показать свое творчество, но и пройти образовательную программу от профессионалов музыкальной индустрии. Как проходил финал, можно посмотреть в официальной группе программы «Российская студенческая весна» Российского союза молодежи в социальной сети ВКонтакте. На стенде Чувашской республики на ВДНХ можно изготовить куклу-оберег. Представители Министерства труда Чувашии проводят там мастер-классы по созданию рукотворного амулета. Участникам мастер-класса предлагается на выбор выполнить 5 видов обережных кукол. Специалисты не только прививают основы ремесла, но и рассказывают историю каждой куклы, знакомят с чувашской культурой. Например, куклу-пеленашку принято класть в колыбель, когда в семье ожидают малыша. Как отмечают организаторы, первые куклы-обереги сделали посетители ВДНХ, имеющие чувашские корни. Создать свой амулет на выставке можно до 17 декабря. Для изготовления куклы приходят и взрослые дети. Детям очень нравится готовить куклу на память, особенно куклу-шивальницы, потому что скоро Новый год, и они хотят загадать желание. Взрослые изготавливают куклу, похожую на куклу своего детства. Каждый может изготовить то, что ему. Сегодня, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных. Не забудьте порадовать своего питомца и помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».